мая и 1 октября. Евгения Андреева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Дина Гарипова сегодня привлекла к себе внимание всех средств массовой информации. В Москве прошла презентация ее клипа на песню, с которой татарстанская певица выступит на Евровидении в мае. Среди первых зрителей была наш СОБКОР Дина Газалиева. Не успела она появиться в зале для пресс-конференции, Дину обступили журналисты. Это прилагательное звучало через слово. Первая пресс-конференция, первый клип, первые поездки за границу. Несмотря на то, что о певице теперь уже публичном человеке много известно, журналисты по-прежнему интересовались, продолжает ли она учебу, держит ли диету, волнуется ли перед камерами. Клип, впервые сегодня представленный публике на песню «What If», с которой Дина выступит на конкурсе Евровидения, будет выложен в интернете и доступен для просмотра во всех странах-участницах конкурса в Швеции. Но это не отменяет ежедневных репетиций. Певица из Татарстана уверяет, над собой работает каждый день. Постоянно репетируем, постоянно ездим в студии, готовимся. Я там как-то пытаюсь больше пережить и вникнуть в этот текст, потому что текст — это все-таки одна из главных таких частей этой песни, смысл этой песни. Что касается Дины самой, то мне кажется, что она готова к чему угодно, и к любому уровню карьеры. Сегодня Александр Градский признался, что не особо рад участию Дины в конкурсе Евровидения. Певец уверен, что ей нужно петь на русском и татарском языках, чтобы любили и понимали в своей стране. Кстати, о том, что в первом диске Дины будут песни на ее родном татарском языке, она сегодня заявила сама. И народные, и современные. Я очень люблю татарские песни наши, если вот говорить о моем родном как раз. Мне очень нравятся и наши народные, и, может быть, что-то новое мы напишем. Сейчас у Дины подписан контракт с компанией Universal Music Russia на 2 года. За это время в планах у Гариповой новые песни, концерты, клипы. Кстати, менять имидж татарстанская певица не планирует. Поддержать дочку в Швецию поедет и мама Дины. А вот по ее концертному номеру тайну приоткрыл Юрий Аксюта. Танцевать в ходе исполнения на сцене Дина не будет, как не будет и танцоров. Следующий важный этап в продвижении российского номера на конкурсе Евровидения – это турне по Европе. Как признались участники пресс-конференции, главный акцент будет сделан на те страны, чьи голоса в процессе голосования в полуфинале конкурса будут иметь решающее значение. В ближайшее время Дину ждут Бельгия, Голландия, Югославия, Италия, Австрия. 10 стран, в которых татарстанской певице предстоит познакомиться со своими зрителями. Дина Газалиева, Александр Ярошов, Радик Гореев, ТНВ, Москва.